Слово по обращению к Рамзану Кадырову имеет Газдиев Башир. Заявление Совета ТЭПов Республики Ингушетия в связи с очередным обращением руководства Чеченской Республики в адрес ингушского народа. Совет ТЭПов Республики Ингушетия неоднократно высказывал позиции ингушского народа по территориальному сбору чеченской стороной и свое обвинение по справедливому его разрешению. Но тем не менее, в последние дни в сети интернет получило широкое обсуждение обращения руководства Чеченской Республики к ингушскому народу с предложением еще раз озвучить наши претензии к властям Чечни. Мы отчетливо понимаем, что это очередная попытка ввести в заблуждение широкую общественность, используя возможности информационных технологий, но все же еще раз озвучим нашу позицию. У ингушского народа нет вражды к чеченцам. Мы являемся братскими народами, живущими по соседству много веков, имеющими единую веру, схожий язык и традиции. Ингуши на протяжении всей истории оказывают чеченскому народу братскую поддержку и помощь. И сегодня в нашей республике живут и работают десятки тысяч чеченцев, с которым у нас нет ни конфликтов, ни споров. Все претензии ингушского народа властям двух республик, которые в 2018 году подписали соглашение о границе между нами. Это соглашение было подписано в тайне от народа и грубо нарушает Конституцию и законы Республики Ингушетия, а также вековые воинские обычаи и традиции решения спорных вопросов путем диалога и на основе взаимного уважения интересов обеих сторон. Юхуру Юнусбек и его приспешники, которые участвовали в этом беспределе, отправлены в отставку, отлучены от ингушского народа и являются нерукопожатными в ингушском обществе. Более того, Совет ТЭПов вызывал всех причастных со стороны Ингушетии к установлению границы в шариатский суд, который вынес заключение о том, что действия лиц, подписавших с нашей стороны соглашение о границе 2018 года, грубо нарушают основные принципы и нормы ислама и шариата и ущемляют права и интересы ингушского народа. Несмотря на то, что в отношении него грубо нарушаются всевозможные нормы права и морали, ингушский народ неукоснительно стоит на позиции разрешения данной ситуации в рамках действующего законодательства, шариата и традиций нашего народа. Именно поэтому на Всемирном конгрессе ингушского народа 30 октября 2018 года была создана общенациональная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с определением территории и границ Ингушетии. 7 июля 2021 года указанная комиссия представила свой доклад, в котором на основе исторических, этнографических и картографических архивных материалов, норм российского законодательства и шариата убедительно доказала, что земли, переданные Чеченской Республике в 2018 году, являются исконно ингушскими, а границы, установленные указанным соглашением, являются несправедливой и незаконной. Доклад комиссии был направлен к чеченской стороне 4 августа 2021 года с предложением создать двустороннюю общественную комиссию для решения вопросов о границе между двумя регионами. 30 августа нами утвержден состав комиссии от ингушского народа в количестве 30 человек, в которые вошли известные общественные и религиозные деятели, историки, юристы и другие специалисты. Никакой адекватной реакции и вразумительного ответа на свое предложение народ Ингушетии до сих пор не получил. Вместо этого мы в очередной раз слышим от чеченских властей, что они не понимают, в чем суть претензий ингушского народа, а также видим их попытку перевода спора, плоскость оскорбления, угроз и шантажа. Считаем эти попытки опасными и контрпродуктивными. Еще раз заявляем, что любые попытки говорить с нами с позиции силы выглядят грубо и обречены на провал. В полной мере осознаем свою ответственность за будущее своего народа и надеемся, что у чеченских властей такой же подход к этому вопросу. Мы ни в коем случае не должны допустить еще большего осложнения наших отношений. Совет ТЭПов Республики Ингушетия подтверждает свою приверженность
разрешения территориального конфликта между нашими республиками на принципах добрососедства, уважения друг к другу путем проведения согласительных процедур в рамках действующего законодательства, предписаний нашей религии и наших традиций, и готовы работать в этом направлении столько времени, сколько потребуется. В связи с изложенным предлагаем чеченским властям отказаться от политики угроз и оскорблений, перевести диалог с ингушским народом из интернета в деловой и рабочий формат. И ждем предложений чеченской стороны по направленному докладу и материалам, а также по составу комиссии Чеченской Республики для обсуждения и справедливого решения вопроса о границе между двумя регионами. Считаем указанный путь единственным приемлемым для разрешения территориального спора и укрепления братских отношений между нами. Совет Т по Республике Ингушетия.